Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. День шахтера официально празднуется в последнее воскресенье августа. И в этом году на эту дату выпало 27 число. Несмотря на то, что основные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню шахтера в Южной Якутии, уже состоялись, сегодняшняя беседа посвящена именно этому празднику. Тем более, что в частности для Нерюнгринского района это событие несет особое значение. Огромный вклад в развитие угольной промышленности в регионе внесли гиганты. Эльгинский угольный комплекс, поставивший новые вехи в отрасли, компания «Колмар» с их высокими темпами роста, Якутуголь, который начал наращивать обороты. Это и новые проекты. Сылавский разрез «Антрацит Инвестпроект» и «Долгучан». И, конечно, малые разрезы, которые надежно снабжают северные районы и предприятия. А сегодня у нас на связи глава Нерюнгринского района Республики Роман Щегельняк. И именно с ним мы сегодня поговорим об угольной промышленности в Южной Якутии и о развитии Нерюнгринского района в целом. Роман Михайлович, добрый вечер. Да, добрый вечер. За последние 5 лет в Якутии было добыто 127 миллионов тонн угля. А вот каких результатов удалось достичь по итогам прошлого года? Ну, действительно, на общем фоне прошлый год пока для нашего района является рекордным. Мы добыли более 38 миллионов тонн угля. И, в принципе, я думаю, что не за горами и 40 миллионов. И этот барьер под силу преодолеть нашим компаниям. Тем более, как вы сегодня уже правильно отметили, что возвращается в строй и добавляет объемов и наш ветеран, компания «Якутуголь». И, естественно, серьезные ставки мы делаем на новое предприятие, это «Антрацит Инвестпроект». Поэтому 40-миллионный рубеж нам под силу, и скоро мы его обязательно преодолеем. Ну и я думаю, что действительно большие результаты республики в промышленном росте за прошлый год, да, которые отмечались всеми, это в том числе по большей части благодаря, конечно, добыче угля. Да, конечно, вы абсолютно правы. Наши все угольные предприятия сейчас, которые действуют и работают на территории нашего района, это абсолютно рентабельные и хорошо развивающиеся, уверенно развивающиеся предприятия. Я еще раз хочу отметить, что наши угольные гиганты, как Эльга-Уголь, например, Колмар, да, это уже фавориты не просто дальневосточного уровня, это серьезные такие фавориты, серьезные лидеры угледобывающей отрасли уже в масштабах всей страны. Поэтому тут ожидаем только роста, и тем более значительного роста. Те амбициозные проекты, которые перед собой ставят эти два угольных гиганта, они действительно поражают воображение. Если мы сегодня говорим об Эльга-угле, о их добыче там порядка 20 миллионов тонн, может быть чуть больше, то с введением в строй Тихоокеанской железной дороги, работа, в рамках которой сейчас уже идет уже, с обеих сторон прокладывается железнодорожное полотно, то в случае введения, не в случае введения, а 100%, когда мы введем эту дорогу, и Эльгинский уголь поедет по ней к самому Тихому океану, наши показатели вырастут на десятки миллионов тонн. Поэтому впереди очень серьезная работа и очень серьезные цифры. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И, конечно, можно задать вопрос через наше мобильное приложение. Если вы его еще не скачали, то сканируйте QR-код, который видите на экране, и в всплывающем окне можно будет задать вопрос. Роман Михайлович, а какие проблемы в отрасли можно выделить в последние годы? Ну, то есть все так здорово, вы так рассказали, а проблемы есть или нету проблем никаких? Проблема есть, конечно же, есть у наших уважаемых угольщиков проблемы, но я как сказал, что наши все предприятия, это серьезные предприятия, которые справляются с этими проблемами. Все мы понимаем с вами, что сегодняшняя деятельность всех наших предприятий ведется серьезным давлением санкционным. Естественно, вся техника до этого работала европейских производителей, американских производителей, японских. Все было налажено, поставки запасных частей, многие-многие сервис-центры работали и так далее. Сегодня, естественно, в связи с санкционным давлением, многие компании, обеспечивающиеся техником нашей компании, ушли с нашего рынка.
И вот наши угольщики на самом деле очень умело лавируя в этих непростых условиях нашли пути и поддерживают рабочее состояние своей техники. Вместе с тем уже постепенно, в принципе, мы это видим, переходит на других поставщиков Китайской Народной Республики, да, значит, поставщиков нашей братской Беларуси и многие другие бренды, которые на свободном рынке сегодня имеются. Поэтому поражает на самом деле вот это умение сориентироваться и в таких жестких, еще раз говорю, санкционных тисках действовать, продолжать эффективно работать. Но я считаю, что наши угольщики достойно с этим справляются. Вторая проблема, которая есть у нас на сегодняшний день, это, конечно же, обеспечение кадрами угольной отрасли. Объемы растут, кадров, если серьезно, катастрофически не хватает. Не хватает. Об этой проблеме говорим уже не первый год. Также вот в таком остром дефиците кадров идет поиск сейчас уже по всей стране, не только на уровне республики, по всей стране ищем кадры. И пытаемся, вот угольщики пытаются вот такими активными поисками закрывать вот эти участки, где не хватает действительно квалифицированного персонала. Но работа ведется. В республике работает также программа «Местные кадры в промышленность». В рамках этой программы двигаемся. Понимаем. Знаете, что самое главное, что мы видим четкое количество персонала, которое необходимо. Мы понимаем, какие компетенции нужно ребятам, которые приходят учиться в наши СУЗы и ВУЗы нашей республики и всего Дальнего Востока. Какие компетенции нам нужны. Поэтому четко для себя прорисовываем план. Понимаем, что это не быстрая победа, это такая игра в долгую, но тем не менее очень важно понимать эту проблему и работать над ней каждый день. Чем наши предприятия занимаются. Мы, естественно, им оказываем всяческую поддержку, какую можем. Ну вот действительно удивительно, что в условиях санкций темпы добычи не только не упали, но еще и возросли, и вы говорите, что они дальше не будут падать, а только тенденция к росту, да, получается. А вот роль главы района в поддержке и развитии шахтерской отрасли, вот как раз именно, наверное, проблема с кадрами, да, помогаете решать? Вы знаете, вот для наших угольных предприятий роль главы района, самое главное, это ни в коем случае не мешать их деятельности. Вот здесь точно нужно быть честным и говорить, они справятся. Они справятся, у них большие слаженные коллективы, у них работают очень серьезные обученные структуры и, значит, по подготовке и привлечению кадров, и по изменению логистики, каких-то поставках и так далее и тому подобное. Вот здесь мы, конечно же, абсолютно в эти производственные цепочки никаким образом не мешаем нашим предприятиям, но если им необходима наша помощь, наша поддержка и какое-то там полезное действие со стороны администрации, мы однозначно здесь не занимаемся бюрократизмом, а максимально быстро включаемся в процесс и оказываем всю необходимую от нас помощь. На самом деле этот посыл идет и от нас, и этот посыл был дан главой республики при наших совещаниях, при рассмотрении планов финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий. Поэтому тут все понятно. Чтобы предприятия развивались, поддержка должна быть со всех сторон, чем мы и занимаемся. Ну, Иркутский район считается таким стратегически важным для республики, промышленным районом. Вот как идет у вас работа по реализации указа главы о социально-экономическом развитии Иркутского района? Вот спасибо за вопрос. И я здесь бы хотел сказать, вы как-то сухо так сказали, что мы стратегически важный район. Мы не просто, я считаю, стратегически важный район. Мы настоящее промышленное сердце нашей республики. По-другому не назвать. И поэтому, естественно, вот это одно из составляющих, вот реализация пунктов указа, это вот наша помощь нашим угольщикам, делать жизнь работников наших предприятий более комфортной, более современной. И все пункты указа, без исключения, направлены именно на это. Мы меняем облик нашего района, мы меняем облик наших поселений, мы делаем новую историю благоустройства наших населенных пунктов. Когда-то они были сделаны очень качественно, очень добротно, и более 40, а некоторые населенные пункты у нас и больше века, уже скоро будет век нашим населенным пунктам, они верой и правдой послужили людям, и пришло время их очень серьезно модернизировать и изменить. Вот указ, подписанный Александром Сергеевичем, направлен именно на эти цели и решение этих задач. Поэтому работаем изо всех сил, засучив рукава.
Мгм. Ну там получается ведь и переселение из аварийного жилья, и реконструкция аэропорта, я насколько понимаю, и многое заложено. Да, все заложено, я еще раз говорю, начиная от дворовых территорий, значит, заканчивая, вот вы правильно сказали, строительством аэропорта. То есть такая большая логистическая цепочка идет, да, это же все взаимосвязано на самом деле. Мы же не можем отремонтировать дворы и оставить в убогом состоянии наши школы, например. Поэтому все взаимосвязано. Мы с Алексеем Сергеевичем, мы с командой вот районной администрации, с жителями нашего района подходили к созданию этого указа именно так. Чтобы все пункты, которые мы там прописывали, были абсолютно понятны всем, с четкими датами и сроками. И проговариваем, и четко понимаем эффект, вся синергия, которая будет от реализации того или иного пункта. Это очень важно, понимать эффект от всего этого. И вот при реализации всех пунктов в целом мы четко увидим, как мы изменились в лучшую сторону и как комфортно стало жить нашим угольщикам, нашим работникам бюджетной сферы, всем жителям нашего района. Ведь у нас в районе, мы сегодня об угольщиках говорим, но я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за труд и наших работников золотодобывающей отрасли, и энергетиков, и нефтяников, и газовиков. Сегодня, я еще раз говорю, мы промышленное сердце нашей республики, у нас здесь есть все, поэтому всем большое-большое спасибо. Мы стараемся работать для них. И дорога, вот я слышала, что дорога Нерюнгри-Якутск, которая часть федеральной трассы, она теперь намного лучше стала, то есть уже почти завершена, да, правильно? Ремонт Да, этой. да, вы абсолютно правы. Я думаю, что, в принципе, к 2026 году мы должны все неасфальтированные разрывы федеральной трассы закрыть. У нас будет полностью асфальтированная трасса от границы Якутии с Амурской областью до Нижнего Бестяха, а теперь уже и дальше до Чуравчинского улуса. Будет асфальтированная великолепная трасса. Ну и вот ваша столица, город Нерюнгри, один из немногих городов небольших, которые имеют свои мастер-планы. То есть, собственно, у нас в Якутии это Якутск и Нерюнгри. Вот реализация этого мастер-плана, она тоже будет вестись в соответствии с учетом функционирования промышленных компаний? Конечно, конечно. Я вам так скажу, ровно половина объема всех мероприятий, которые в мастер-план проложены были, да, в городе Нерюнгри, это с учетом работы наших промышленных предприятий однозначно. Все это тоже взаимосвязано, и переход Нерюнгринской ГРЭС, например, на газ, и там освобождение средств будет направлено на замену и ремонт, капитальный ремонт всей их инфраструктуры, тепловодо-водяных сетей. Но там еще такие очень объемные, серьезные пункты. Вообще общая реализация мастер-плана – это десятки миллиардов рублей. И вот сегодня мы в ожидании, какие все-таки пункты в окончательную редакцию мастер-плана будут включены для того, чтобы незамедлительно начать реализовывать все эти вещи. Я вам даже больше скажу, что и мастер-план, и указ главы республики – это практически один документ, который очень логично вытекающий один из другого. Поэтому все эти комплекс мероприятий, вот они взаимосвязаны. Очень взаимосвязаны. Я прошу это всех понять. Это практически одно и то же. Практически одно и то же. Мы сейчас сегодня говорим даже уже не о мастер-плане города Нерюнгри, мы говорим о мастер-плане Нерюнгринской агломерации. Потому что в этот мастер-план будут включены объекты, и находящиеся в Серебряном Бору, да, там, и в поселке Чульман. Это такой очень серьезный документ, такая серьезная такая коллаборация, которая затрагивает практически все населенные пункты нашего района. Мы как раз вчера в нашей программе обсуждали подробно мастер-план развития города Якутска. И вот там как раз и гости и говорили о том, что вот Кирилл Евгеньевич Бычков, первый зам правительства, говорил о том, что мастер-план не нужно путать там с градостроительными какими-то документами, это не генплан, а именно он сделан на экономической основе, то есть самое главное там вот эти вот экономические предпосылки. И, собственно, мастер-план Якутска тоже также вытекает практически из указа главы республики о развитии города Якутска. Да, все именно так. А вот как предприятия в районе взаимодействуют с местным сообществом?
То есть какие-то социальные проекты, инициативы? Обязательно. Обязательно. Без этого точно никуда. Например, что касается угольщиков, у нас прямо с ними создан совет градообразующих предприятий. И в рамках этого совета подписан документ, подписаны соглашения, договора. И в рамках этого совета мы получаем дофинансирование для реализации как пунктов указа главы республики, так и на дополнительную поддержку социально значимых объектов в нашем районе. Эта работа на ежегодной основе ведется, поэтому все у нас с этим нормально. Нормально, двигаемся с ними. И другие, я не могу сказать, что и другие предприятия не участвуют. И нефтяники, и газовики тоже принимают в этом участие активное. Но с ними по отдельно, по другой программе двигаемся. Что касается угольщиков, раз мы сегодня про них говорим, вот у нас с ними, в принципе, в этом плане полное понимание есть. Мне, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех руководителей угольных компаний, акционеров, потому что они на эту историю смотрят очень правильно. Они понимают, как важен быт их работников за пределами их предприятия. Что и здесь тоже формируется их настроение, их настрой на рабочий день. Да? Все это тоже абсолютно взаимосвязанные вещи. Тут одного без другого не бывает. Нельзя выходить с любого суперсовременного предприятия, если ты попадаешь, как говорится, в неухоженный населенный пункт, то ничего хорошего от этого не жди. Поэтому здесь понимание есть и двигаемся вместе. Ну и очень важный такой момент – это экология. Первым указом вообще Арсена Сергеевича в качестве главы республики был указ об экологическом благополучии республики. И поэтому вот не могу не спросить, какие меры принимаются для защиты окружающей среды и снижения негативного воздействия вот, этой деятельности добывающих компаний, шахтерской деятельности на экологию района. Но здесь ответ однозначный на самом деле. Вы знаете, есть ряд надзорных органов, которые наделены полномочиями блюстить вот всю историю экологическую. Поэтому здесь у меня просто пожелание этим органам, чтобы они, может быть, еще активнее своей работой занимались. Потому что только они имеют право и компетентно могут оценить, насколько вредно то или иное влияние того или иного предприятия. Правильно? И, в принципе, здесь проверки проходят на регулярной основе. Я знаю, что и наши угольные предприятия привлекаются к ответственности, что там об этом говорить. Но вместе с тем хочу сказать, что по хорошему счету я бы не сказал, что, грубо говоря, какое-то раскильдяйское отношение к природе в этом случае и имеется. Нет. Все очень ответственно относятся и понимают, что северная природа хрупка, и к ней надо относиться по-особому бережно. И мы вот в связи с этим, даже на своем уровне, вот в этом году сейчас выборы у нас пройдут, изберется новый, значит, корпус у нас депутатский районного совета. Будем создавать общественный совет, экологический общественный совет при главе района, в рамках которого тоже будут вот такие проверочные мероприятия включены в план работы. Будем заниматься и также поддерживать и наших надзорников. Как говорится, для этого нужна щука, как говорится, да, в озере, чтобы карась не дремал. Поэтому будем заниматься, и я уверен, что наши предприятия прекрасно будут правильно оценивать все наши вот эти попытки их как-то бодрить для того, чтобы экологическое законодательство ими, значит, в полной мере соблюдалось. Ну, я так понимаю, что День шахтера для вас прям очень важный праздник. Я была у вас на Дне шахтера сама. Вот какие мероприятия в этом году предваряли День шахтера? Ну вот вы правильно. День шахтера — это не просто важный, это самый главный праздник, профессиональный праздник нашего района. Это в эти дни бывает абсолютно особая атмосфера на территории всего района, особая атмосфера в коллективах, особая атмосфера на улицах. Это уже традиция многими десятилетиями, как говорится, в душах нерегнийцев живет. И этот год не исключение стал. И более того скажу, что в этом году, как никогда, нас побаловала погода. Просто прекрасная летняя погода стоит и позволила нам провести еще больше мероприятий праздничных. Так у нас традиционно во всех угольных компаниях прошли внутренние поздравления в каждом филиале, в каждом обособленном подразделении прошли торжественные собрания, где были награждены подарками,
грамотами почетными, особо отличившиеся сотрудники были. Мы везде, администрация города, администрация района, главы поселений посещают эти собрания. Мы приветствуем людей, благодарим их за труд. Всегда это происходит очень искренне и от всей души. И, конечно же, был финальный день, где было большое торжественное собрание, на котором присутствовал глава республики. Это тоже традиционная история. Глава республики приезжает, поздравляет нас. Это уже такой традиция стала. Если главы нет, значит, начинаем мы все волноваться, поэтому глава всегда с нами. Нерюнгринцы это ценят. И был дан большой праздничный концерт со звездами эстрады. Мы в этом году, как и вся страна, по хорошему счету, конечно же, отмечаем праздники, конечно же, проводим их как можно с большим размахом, но вместе с тем сдерживаем себя в своих порывах, потому что сегодня у нас большое количество наших ребят, наших героев находится в зоне проведения специальной военной операции. И мы их тоже поздравляли, потому что у нас в зоне специальной военной операции работает много шахтеров и угольщиков. Поэтому мы немножко сдержаны в своих таких вот праздничных настроениях. И все концерты, все мероприятия у нас обязательно имеют такой патриотичный настрой. Обязательно красной линией эта тема проговаривается, показана она. Поэтому по-другому, я считаю, никак нельзя в это время. Давайте переживем это время. Мы обязательно с ним совсем справимся. А потом вернемся в привычных для нас форматах. С салютами и другими, как говорится, весельями. Вот так. Да, и, кстати, завтра в Якутске будут чествовать героев России, членов экипажа танка «Алеша», и можно будет за этим всем наблюдать в нашем прямом эфире в 12 дня по Якутии-24, по НВК «Сахай», по радио «Тим». Думаю, что и Нерюнгри тоже будут смотреть. Мы, как и вся республика, необыкновенно горды нашими героями, нашими якутянами. И знаем их поименно, поэтому однозначно будем все смотреть и радоваться, и гордиться своей республикой, своей страной. Это 100%. Но давайте немножко обратно к теме. Да? Какие успешные практики и опыт работы в шахтерской отрасли можно выделить в Нерюнгринском районе, которые могли бы быть переданы в другие регионы, например, да? Мы же Якутия впереди планеты всей во многом. Но вот смотрите, на самом деле законы горного дела, законы шахтерского дела, они прописаны в многих учебниках. И тут наверное, никакой новости мы не сможем передать. Просто что отличает нам, я думаю, наших угольщиков, это все-таки, как вам сказать, какой-то более глубокие знания, более серьезные традиции, да, всего этого. И, конечно же, богатая углем якутская земля. Если это пласт, так это пласт, понимаете, где можно добывать. Мы же сейчас понимаем с вами, насколько тяжелее добывается уголь в Кузбассе, там, в Ростовской области, где пласты по полметра, по метру, да, где загазованность высокая. Там гораздо сложнее нашим братьям-шахтерам работать. В этом плане нас охраняет, я еще раз говорю, сама наша якутская земля и дает нам такие богатства, которые, наверное, немножко проще брать. Поэтому есть у нас тут преференция такая, но вместе с тем условия суровой якутской зимы ни с чем не сравнимы, да, и ни с какими условиями не сравнимы. Но здесь уже наш знаменитый якутский характер, наша закалка помогает нам достигать таких высоких результатов. Поэтому секретов особых нет. Я думаю, что наши угольщики просто очень сильно и от всей души любят то дело, которым занимаются, и уважают то дело, которым занимаются. Поэтому сегодня мы в серьезных оборотах, мы двигаемся вперед, и я думаю, что никто и ничто нас в этом не сможет остановить. В начале нашего разговора вы упомянули о программе «Местные кадры в промышленность». Вот можно поподробнее, как она там у вас работает? На самом деле, вот для нас эта программа, вы знаете, она не основной наш рабочий механизм. Все-таки это программа для улусов, районов нашей республики, где нет промышленности. Вот там эта программа должна работать для того, чтобы ребята с тех районов приезжали работать в промышленные районы. У нас здесь, по хорошему счету, практически 100% трудовая устраиваемость всех местных кадров. Мы все якутяне, и ребята трудоустраиваются, и все это работает. Это вот хорошие показатели мы здесь абсолютно имеем. Но я бы не хочу кривить душой, я хотел бы все-таки вместе
у нас там есть абсолютно такие реперные точки, которые мы обращаем внимание, сколько людей принято в течение года. Но вместе с тем я бы считал, чтобы для более эффективной работы нам необходимо с людьми, которые контролируют эту программу, наверное, с комитетом государственным по занятости населения, для себя обязательно включать и показатели закрепления на предприятиях, потому что мы же сколько примем, столько может и уволиться. Это же тоже очень важно для того, чтобы более эффективно. И вот здесь, я считаю, в данном случае вот эта программа, мы будем четко понимать, насколько она эффективна. Вот. И я считаю, ее надо наполнять новыми и новыми показателями и новыми действенными такими мероприятиями. Например, начинать уже профориентационную работу по всем районам без исключения. Каждый якутянин должен знать, что Республика Саха-Якутия постепенно становится очень таким, знаете, разносторонней республикой. У нас есть и сельское хозяйство, у нас есть и промышленность. И промышленность не просто выражена в работе одного-двух предприятий. Мы, я еще раз говорю, настоящим лидером промышленности на всем Дальнем Востоке становимся. Это наше будущее в том числе. И сегодня об этом надо смелее говорить. И ребята, я еще раз говорю, сельхозулусов необходимо, чтобы они понимали. Я уверен, что и там обязательно будут зажигаться звездочки наши инженерные, да, которые смогут потом составлять инженерную гордость всей нашей республики. Впереди очень-очень много работы для республики в плане промышленности, поэтому эту работу пора уже начинать изо всех сил. Но нас сейчас смотрит вся республика, так что вот в Нерюнгринском районе работа есть, да? Есть. Вот просто я вот статистики немножко, чтобы люди понимали. На сегодняшний день в центре занятости нашего района почти более 1500 вакансий. Больше, 1564 вакансии, по-моему, что-то такое, последняя информация у меня есть. Но и вместе с тем наши предприятия еще сдерживают и не вдают вакансии на рынок, потому что нет пока людей, это закрыть не можем. А те производственные планы, которые они перед собой ставят, это дополнительно еще порядка 3000 человек, они могут уже сегодня принимать на работу. Поэтому море вакансий, море работы. Всем якутянам, пользуясь случаем, приглашаем на работу в Нерюнгринский район. А в основном это какие кадры нужны? Инженеры, вот вы сказали. Все. И инженерные ИТР, работники ИТР, инженерно-технические работники, да, и работники рабочих специальностей. Это водители, начиная от автобусов, заканчивая большегрузными машинами. Это и экскаваторщики, это и слесаря-станочники, и полностью полный ряд, полная линейка рабочих специальностей необходима здесь у нас. Более того скажу, если что-то, какой-то специальности нет, на каждом практически предприятии работают так называемые учебно-курсовые комбинаты, в рамках которого, трудоустраиваясь на одну специальность, любой устроившийся на предприятие может получить доп. Специальность и уже двигаться внутри компании по различным направлениям, какое ему больше нравится. У нас есть и Южно-технический колледж наш, да, знаменитый, самый крупный колледж республики, который тоже готов переобучать на все специальности. Все договоренности с компанией имеются по упрощенной схеме, по укороченной программе. Все создано для того, чтобы приезжали люди, как бы меняли квалификацию, выходили на работу. Предприятия, они такие у нас все, в принципе, как сказать, консервативные были, да, принимали местных кадров, но сегодня в связи с тем, что не хватает местных, они готовы работать вахтовым способом, да, то есть люди месяц отработали, потом уезжают на перевахту домой, потом работают. Ну, как угодно, любые способы, все идут навстречу, поэтому ждем всех. Но в основном молодежь, да, ждете? Вообще молодые специалисты охотно приезжают? Всех ждем. И молодежь ждем, и мудреных опытов, мудреным опытом персонал тоже необходим. Всех ждем. Ну и уровень зарплат тоже ведь там вполне конкурентный. Уровень зарплат у нас очень достойный. Средняя заработная плата в районе свыше 110 тысяч, да, на предприятиях. Водители БелАЗов и по 200 тысяч получают, и в шахте люди хорошо получают. Сейчас конкретно не могу вот апеллировать цифрами, но телефон есть у нас, да, и на предприятие позвонив, люди конкретно могут себе узнать порядок цифр, которые им предлагает предприятие. Достойный зарплат. Но вот я знаю, что вы сами работали в компании «Якутуголь». Можете вот описать портрет человека, который трудится на таком производстве опасном? Портрет горняка, на самом деле, это
простой, целеустремленный, очень мужественный и честный человек. Вот такими положительными эпитетами я могу только характеризовать этих людей. Другое ничего к нему не подходит, потому что действительно профессия очень опасная, связана с риском для жизни. Но горняки Нерюнгринского района, шахтеры Нерюнгринского района каждый день ходят именно на такую работу. Но при этом, при всем, они остаются абсолютно веселыми, ценящими жизнь и которые ценят простые человеческие вот такие моменты, для них очень важны. Поэтому это вот такие простые люди, которые, еще раз говорю, очень горячо любят свою землю, свою родину, добры, честны и порядочны во всех отношениях. Вот такой простой портрет, незамысловатый. В последнее время чаще говорят о престиже именно рабочих профессий, о важности среднего профессионального образования, ну, тем более у нас вот год труда. Вот в чем, по вашему мнению, престиж профессии угольщика? То есть вот можно ли поднять Вот, как-то статус этой профессии? Вы знаете, наоборот, мне кажется, говорят о престиже совсем других профессий. Вот наша с вами задача вернуть престиж рабочих специальностей. Именно рабочих специальностей, как это было раньше. Люди гордились тем местом, где работают, тем предприятием, где работают. Они гордились своими навыками, своими умениями. Как сейчас говорят современно, своими скиллами, да, которые у них есть. Поэтому вот наша задача сейчас вернуть этот потерянный престиж немножко, да. И я вижу, что мы в этом направлении идем. Не только важно быть экономистом или просто директором чего-либо, или генеральным директором. Можно быть и человеком труда, экскаваторщиком, бульдозеристом, водителем БелАЗа, шахтером, грозом, проходчиком. И это также должно гордо звучать со всех экранов, со всех, значит, информационных баннеров и так далее. Вот эта работа, большая-большая работа. Нам необходимо все вместе вернуть престиж рабочих специальностей. Это обязательно. И тогда армия рабочих у нас пополнится в разы. Ну что ж, сегодняшняя наша беседа посвящена прошедшему Дню шахтера. Сам праздник был введен более 70 лет назад для того, чтобы выразить почет и уважение горнякам. Отмечу, что первый ков угля в Якутии был поднят в далеком 1967 году. Ну и можно сказать смело, что для нерюнгринцев уж точно День шахтера является народным праздником. Роман Михайлович, вот Нерюнгринский район – это район, который, значит, динамично развивается. Как вы сказали, это промышленное сердце нашей республики, да, это одна из базовых основ промышленного развития. А какое будущее вот у района? Как вы видите его развитие? Ну, такое я понимаю, что на вопрос невозможно ответить быстро, но… Нет, так, наоборот, этот вопрос для меня абсолютно ясен, и вы меня разбудите в любое время суток, я отвечу. Самое светлое, доброе и самое лучшее будущее нашего района, я вижу его только таким. Я вижу его только таким, потому что я знаю и вижу людей, которые живут у нас в районе. Я знаю, как они умеют работать, я знаю, как они могут потерпеть, и за что им особое спасибо, когда совсем тяжело бывает, когда нужно потерпеть. Я знаю наших людей, я верю в них, и поэтому с такими людьми и с такой поддержкой главы республики у нас точно великолепное, светлое будущее впереди. Ну что ж, спасибо вам, Роман Михайлович, за беседу. Спасибо. Ну что ж, безусловно, несмотря на все ценные недра, которые хранятся на территории Южно-Якутской земли, главными сокровищами остаются все же люди. Именно они, невзирая на все вызовы, твердо стоят на ногах, упорно наращивают производство и работают на благо родного края. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.